Добрый день, в эфире новости, в студии Джангл Мырзаду и Шинбекова. К физическому давлению на избирателей, похоже, подключились уже члены правительства в селе Сокалды Наукенского района Джалабадской области. На участке 2186 местный житель Кадыр Масадыков сообщает, что его избил министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев. По его словам, вместе с ним в избиении участвовали еще 4 человека. Это же что за да? Анатолий. Мен бетіме түпірген емес ешкім. Жаман еш болып тұр, Анатолий. Мен бетіме түпіріп тұрып, сипатчика бар орда. Ким ұрды? Ойты. Мен селхоз. Рахмат. А это видео снято уже в Бишкеке. Неизвестные люди раздавали избирателям деньги. При приближении оператора подозрительные личности поспешили ретироваться, а охранявшие их 2 человек попытались воспрепятствовать дальнейшей съемке, дойдя до рукоприкладства. Самое интересное, что человек в красной куртке и парень в черном оказались сотрудниками ГКНБ. Одного сотрудника зовут Чингис Койчиев, имя второго Дастан. Фамилия его пока неизвестна. Руку бери, руку бери, руку бери. Никуда не пойдем, никуда не пойдем, пока ты не уйдешь. Уберите его, уберите его. Сотрудник, уберите его, сотрудники. Сотрудники, уберите его, уберите его. Уберите его. Кто он такой? Министр, Мовалан Каравайсинар, Слушай, так же нельзя, ребята. Смотрите, вот сотрудник бандит кандайдер. Смотрите, беспредел настоящий. Идем на ровном месте, избил его, футболку порвал. И сотрудники милиции просто стоят. Несмотря на заверения об обеспечении порядка и соблюдении всех норм при проведении голосования, наши журналисты сообщают, что на местах они практически не соблюдаются. В Аше на участке 53-25, следившего за процессом выборов, неизвестные лица спортивного телосложения напали на нашего корреспондента Мирбека Айтикеева. По его словам, сначала они словами всячески пытались воспрепятствовать работе нашей съемочной группы. Затем дело дошло до физического воздействия. Милиция начала расследование. Мен ештеңені тартпаймын, нарушение қылбаймын. Мен деген ешкімге жолтау болбойм. Өзім азыр сөмкам болар. Голос первого шығышы керек. Қандай ал? Голос первого шығышы керек. Кім? Сіз? Жоқ, ол МТС-тен келдім деп атасың. Телевидениеден келдім. Тарту. Кім? А мне головы. Вы не положено. Вот оператор. Телевидениеден. Телевидение var. А камера тартатпай, неге телефонға тартатпайсыз? Мен тартамын, мен неге тартпаймын? Мен телефон, камераға тартамын, диктофонға жазамын, маған рұқсат берген. Камера тартып атпайбы телевизияның камерасы? Ал ким ал? Башқа телевидение, мен башқа телевидение. Сіз қайсысыз? Председатель сіз бе? Ödeyessin sen. Ооба. Tatlı. Telefon al. Bazanda telefon. Sen kimsin? Ben şimdi işteyim bas. Koy bir. Çıkmasın. Atın telefonu. Ben telefonu. Gizmem ayın testi. Emniyeye girmeyik. Bana ne benim var? Sen kimsin? Ben kalıtışını yakar. Sizler kimsiniz? Sen kimsin sen? Bana ne var? Kameraman gel. Emre at. Telefonu ver. Telefonu ver. Telefon mu çıktı? Ne üzdün lan? Ne bileyim? Buldun mu? Yok, bana kamera tartta. Çok 53-25 шайлоо тилкесинде ушундай. Нам сообщили, что на участке номер 5325 идут нарушения. Мы прибыли туда и увидели, что перед входом стоит группа молодых людей в спортивной форме. Они нас не пустили внутрь. Когда мы заявили, что по закону мы имеем все права, промолчали даже члены комиссии. Когда им сообщили, что прибыли журналисты НТС, эти люди вместе с сотрудниками милиции нас просто выволокли с участка.
А в этот момент неизвестные били меня по туловищу. Я начал говорить, что вы нарушаете закон. В ответ они сказали, что закон не для них. В этот момент прибыли журналисты Азаттыка и других изданий. Только после этого они дали разрешение на видеосъемку. Бұл бала шайлоочу емес, бұл жанатан бері мені да жұлқылап отқан бала. Сөгіп қағып, короче. Шайлоочу емес, ешқандай шайлоочу емес. Ешқандай шайлоочу емес. Аккредитация барында бар. Бардың өздікі бар, аккредитациядан өту удостоверение алып, ана келгенбіз. Мен Азаттықтың өштігі қабартысымын. Азаттық жалпы аккредитациядан өтеді. Ошон үчүн биз буга чейинки рекламаларды башкаларды чалдырып жүргөнбүз. Төраганы чакырып болбосо өзүң начальниктин же буйругун көргөз, эме кирбейт деген эмени көргөз. Төрага уруксат берсе анан киресекчи. Мына буга чейин НТСтин кабарчысын жулкулап чыккан 23-25 участоктогулар эми азыр Азаттыктын кабарчыларын киргизбей, бул жерде жулкулдоо иштерин жазышып атат. Biz şaylosuz. Niye sen bana uyuşturdun? Ne telefonla taktın? Niye sen uyuşturdun? Bir yaşına kadar. Onadan desin, onadan. Burada yer. Töreğe çakırgılandı. Vagoncular çakırgılandı. Жоқ, мен тұрамын ғой, кіре беріңдер. Ешкім тозған жоқ шайлоочулар. Шайлоочуларды ешкім тозған жоқ. Ана, бір ұратылған болса ұрылача. Еркін тосып болуш керек. Жашына тұрған ешнәрсе жоқ. Анда участкада мыйзам бұзу ешқандай нәрсе болыватқан жоқ. Бары жақсы. Бір-бірден кіріңіздер, талқылау болса, бір-бірден кіріңіздер, телевизия жоқ. Біз барыңыздар кіргенге біз біреуіне кіргенде жұлқылдап ұрып қойдыңар уже. Мына милиция сізге басылайды. Кіріңіздер, барыңыздар. Сучуға жеткіме. Тартып наркештен чекет. В Сузакском районе на участке 2008, как сообщают очевидцы, на избирателей также давление оказывает группа неизвестных молодых людей. Всего около 20 человек спортивного телосложения, по некоторым данным, воспитанники спортивной школы имени Исхака Разакова. Сообщается, что возглавляют эту группу братья Нурбека и Чингис Акановы. Сообщается, что нарушения зафиксированы и в Каракульчинском районе. На представителей всех кандидатов, кроме одного, оказывается давление. По словам жителей, тем, кто проголосовал за альтернативного кандидата, не дают опустить бюллетени в урну, а в районе патрулирует группа людей и угрожают избирателям, если они не проголосуют за кандидата от правящей партии. Мы голосовали за Мурбека Бабанова, но нам говорят, голосуйте за Сооронбая Жээнбекова. И забрали бюллетень. Поставили на нем галочку под номером 9, но я смяла этот бюллетень и не стала его опускать в урну. Всем, кто хотел голосовать за Бабанова или других кандидатов, здесь угрожают. Журналистам и представителям штабов тоже. Группировки ребят с повязками на руках лет 20-30, все спортивного телосложения. Еще одна жалоба от избирателей Каракульчинского района. Жительница села Ылай-Тала, по ее словам, голосуя на участке номер 5018, она стала свидетелем явных нарушений процедуры волеизъявления. Никакая тайна голосования на участке не соблюдается. Женщина жалуется, что в участковой комиссии не предоставили ей бюллетень взамен испорченного, потому что она решила отдать свой голос не из-за того кандидата, которого ей навязывали. Придя на свой участок для голосования, я увидела, что возле урны постоянно стоят люди. Что они там делают, я вам скажу. Там принуждают голосовать за одного из кандидатов. Избиратели боятся сделать выбор честно за того кандидата, которого желает видеть президентом. Я проголосовала за номер 6, но у меня бюллетень забрали и испортили. Теперь мой голос не засчитают. Я очень недовольна. Поэтому хочу открыто заявить о том, что допускаются грубые нарушения. В первую очередь, тайна голосования.
Факты нарушения тайны голосования один за одним выявляются на избирательных участках. В городе Ош на УИКе номер 5310 рядом с урной для голосования дежурят специальные люди и смотрят в бюллетени, проверяя напротив фамилии какого кандидата избиратель поставил галочку. И лишь после столь своеобразного отчета гражданину разрешается опускать бюллетень в автоматически считывающее устройство. Из разных регионов страны поступают множество сообщений о нарушениях. Очевидцы говорят, на местах наблюдается массовый подвоз избирателей. Наблюдателям и журналистам не дают снимать процесс голосования. К примеру, на некоторых избирательных участках Узгенского и Чоңалайского районов Ошской области запретили снимать на камеру, как граждане проходят процедуру идентификации и получения избирательных бюллетеней. По закону наблюдателям и представителям СМИ разрешено как фотографировать, так и проводить видеосъемку на всех избирательных участках, за исключением фиксации голосования граждан непосредственно в кабинках. Отметим, речь идет об участке номер 5167 в Чоңалае и 5053 в Узгене. Никто, в первую очередь, член избирательной комиссии территориальных участков не вправе ограничивать право каждого наблюдателя на осуществление фото-видеосъемки. Вот здесь написано. Сыртына қой дегенде жері жоқ та. Сен қайыр кешіге қандай қойышқа сен еметтің? Сен құдай өзің қойдасың ба? Шербі бұнда ішіне қой чөйді. Не нарушая тайны голосования деп тұрады, ағай. Шербі қоя бер, анаке. Мен не қыласың башқа? Нарушение тайны голосования зафиксировано в Карасуйском районе Ошской области в селе Сураташ на участке 5512. У входа сидят два человека, которые что-то фиксируют в журнале, сверяют данные. Внутри помещения для голосования рядом с урной сидит женщина, которая видит бюллетени, опускаемые в автоматические урны. Все это происходит на глазах у наблюдателей. Еще один факт подкупа избирателей зафиксирован в Оше. Очевидцы также сняли на видео. В Чайхане возле школы и лицея имени Максима Горького людям перед посещением избирательного участка раздают деньги. В ролике слышно, как гражданам дают инструкции, за кого надо голосовать. Кандидат в президенты Омирбек Бабанов проголосовал сегодня в Бишкеке на участке 1216. Отдать свой голос лидер парламентской фракции «Республика Таджурт» приехал вместе с семьей. Понаблюдать за тем, как Омирбек Бабанов голосует, собрались несколько десятков средств массовой информации. Выступая перед прессой, кандидат в президенты выразил надежду, что выборы пройдут честно, и призвал население сделать правильный выбор. О чем еще говорил кандидат в нашем следующем сюжете. Такого внимания прессы сегодня, пожалуй, не удостоился больше ни один кандидат. Задолго до приезда Омирбека Бабанова к 70-й школе столицы начали собираться представители прессы. Следить за тем, как голосует один из фаворитов избирательной гонки, приехали представители как местных, так и зарубежных СМИ. На участок Омирбек Бабанов приехал с семьей. Посмотрите сюда.
Уже после голосования кандидат в президенты ответил на вопросы представителей СМИ. Омурбек Бабанов признался, что сам он голосовал за развитие. Кыргызстанцы устали от проблем, и сегодня есть реальный шанс изменить ситуацию в стране. Такой исторической возможности упускать нельзя. Я с большой надеждой, с огромным уважением и благодарностью жду от своего народа, что мой народ выберет свой правильный путь. Я хочу единственное, чтобы выборы прошли в рамках закона, чтобы выборы именно реально предоставили нашим гражданам право свободного выбора. И народ сделает этот выбор. Сегодня, я думаю, будут перемены в нашей стране. Я с огромной надеждой жду. Я уверен в этом. Омурбек Бабанов сообщил, что его сторонники будут вести параллельный подсчет голосов. Специально для этого создана интернет-платформа «Альтернативная Газ Шайло» Таза Эсеп. Кандидат в президенты отметил, что сделано это не потому, что ЦИКу нет доверия. Просто предвыборная кампания показала, что нужно держать руку на пульсе. Доверяй, но проверяй. Мы живем по принципу. Наша страна сейчас только, если мы же все свидетели, мы сейчас только реально вступаем именно в демократическую дорогу. Она идет не просто, болезненно. Мы все видим, как прошли эти предвыборные дни. Мы видим, что происходило. Конечно, мы не просто доверять должны, мы обязаны проверять. Мы обязаны проверять, чтобы сами были убеждены, да, подсчитано так, как проголосовал наш народ. Говоря об административном ресурсе, Омурбек Бабанов выразил уверенность, что никакое давление не заставит человека пойти против совести. Я благодарен тем людям, которые поддерживали искренне в этот предвыборный период, которые не доверяли черному пиару. Я благодарен всем журналистам, даже тем представителям КТР, которые занимаются черным пиаром. Но я знаю, в душе они за меня были. Потому что я знаю, что такое быть госчиновником. Иногда приходится вопреки воле, наверное, делать. Но у каждого есть душа. И каждый в сознании понимает, что-то несправедливо. Для меня был вывод такой. Я стал крепче. Я понял, что нужно менять в стране. Что не нужно никогда делать по отношению к своим оппонентам. Прощаясь с прессой, Омурбек Бабанов ответил на вопрос о том, как он оценивает свои шансы на победу. Кандидат в президенты подчеркнул, что надеется на проведение честных и справедливых выборов. Игорь Потанин, Бакыт Кошалиев, Алтынбек Канабекулу, НТС. Свой гражданский долг сегодня выполнил и президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Как и на предыдущих выборах, он и его супруга проголосовали на участке 1209, который расположен в здании профлицея номер 5. После голосования глава государства пообщался с представителями прессы. Вопросы ему задавали как кыргызстанские, так и зарубежные корреспонденты. Так Алмазбек Атамбаев, отвечая на один из вопросов, вновь заявил, что после выборов продолжит участвовать в политике. Хотя ранее на протяжении долгого времени говорил, что собирается посвятить себя творчеству. На вопрос по поводу возможного второго тура или повторных выборов он отметил, что какими бы ни были результаты, они будут признаны, и президентом станет тот, кого изберет народ. Во-первых, отмены итогов голосования никто не допустит. Кого народ выберет, тот и выберет. Настоящая демократия у нас. Мы даже не знаем, реально, кто победит, сколько процентов возьмет, сколько туров будет. И этому, вы же видите, мы сразу, как говорится, не дожидаемся, 50 лет, 100 лет пройдет. Мы сразу же так учим народ демократии, на демократических процессах. В Араванском районе Ошской области в селе Юсупов на избирательном участке 53-51 журналисту не разрешили снимать, как проходит избирательный процесс. Неизвестные лица пригрозили, что если он будет производить съемку, его задержит милиция. Отказ в съемке объяснили тем, что он якобы мешает голосовать избирателям. День голосования, установка кабельного видеонаблюдения на участковых избирательных комиссиях не разрешается в связи с созданием препятствий в их работе в избирательной комиссии в день голосования. Тем более ознакомились акт и почти
СМИ, пожалуйста, репортаж На участок 5312 в южной столице не пустили даже наблюдателей от кандидатов, не говоря уже о журналистах. Участок находится в школе имени Салиджана Шарипова. По словам наблюдателей, их не пустили за намерение производить ими видеосъемку. Это является грубейшим нарушением законодательства. Снимать на камеру можно, как граждане приходят на участки, как проходит процесс идентификации, как идут к кабинкам брать у них интервью после голосования. Закон запрещает лишь снимать процесс голосования непосредственно в кабинках. Мен текшеремін, мага тапсырма берилди бул нерсеничи. Мен тактап, если действительно бар болгон болсо каттоодо, мен киргиземин. Болсо киргизе албайм. Камераны неге киргизбейсиз? Мына каттыктын каты. Айтып бериңиздер, неге киргизбейсиз камераны? Сейчас представитель ГКМБ придет, он меня. А при чем здесь ГКМБ? Оторбаев Вадим вообще зарегистрирован? А при чем здесь ГКМБ? Снимайте, при чем здесь ГКМБ? Кеш, давай. Неге? Бул наблюдательный условие. Телефон дайте мне. Телефон есть? Здесь от самого этого, от самого представителя ЦИКа. Нельзя с камерами, да, значит? Нельзя. А ответ там даст ГКМБ? Ответ там даст представитель ГКМБ только. А не, вы почему ждете ГКМБ? Почему ответ нельзя дать сейчас? Бизге указание келген жок, эч кандай. Эгерде мени Сіз айтпайсыз ГКМБ-ді күтіп Ким отырсыздар. Атыңды айтсам? Какая разница вам? Мен атым Жамал, мен ушул жерде шайлоо участкасы. Байке, мына хат беріп отыр, ЦИКтің хаты бұл. Бул катын мага жарабайт. Неге? Алар мага бизге эч кандай указание берген жок. Эгерде видеокамера уруксат боло турган болсо, мен мына жерге төртөөнү коюп туруп, жалпы элге Байке, көргөзүп мына ЦИКтің хаты. Бизге кереги жок. Сен катың көтөрүп келбей жок, бизге кереги жок. Неге? Бизге өздөрү направление берет. Же болбосо ЦИК бизге билдирүү тукпасаңар, берет. ГКМБ-ні күтіп Бизге отсаңар. билдирүү келген жок бизге. Бизге официально билдирүү келген жок. Урдан жанына эч ким жакындабаш керек эле. Никто не должен стоять возле урн. Так, там по двое стоят. Но столько раз с утра сделали им замечания, они все равно стоят, не слушают нас. Разве это законно? Сначала смотрят на заполненный избирательный бюллетень, потом только пропускают к урне. А в сам избирательный участок пропускают чуть ли не по одному. С утра наблюдаю, как возле урн стоят люди и смотрят на заполненные избирательные бюллетени. Только потом разрешают опустить их в урну. Так вот, зашла бабушка, ей прямо указали, куда поставить галочку, потом, взяв ее за ручку, провели до урны. Я начала возмущаться, пытаясь снять на камеру мобильного телефона. Так меня оттуда выгнали. В целом, как сообщают наблюдатели, нарушения уже носят массовый характер. Где-то в УИКе людей по несколько групп заводят по заготовленным спискам, сверяют имена. На некоторых участках не позволяют журналистам занести камеры и отбирают телефоны, игнорируют все законные требования. Обещанная тайна голосования фактически не обеспечивается. В некоторых участках, как сообщают наблюдатели, возле урн стоят члены комиссии и требуют от избирателей показать бюллетень. Есть сообщение, что при этом милиция сама препятствует работе наблюдателей, игнорирует, как неизвестные лица угрожают и совершают нападения на журналистов и наблюдателей. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.